В Алдане разбушевались крысы. Жительница города направила петицию алданскому руководству. По ее словам, им грозит нашествие грызунов. В теме разбирался Руслан Павлов. Вот эту крысу целый месяц безуспешно ловила у себя в доме жительница города Алдана Дарья Полуянова, пока не вышла на настоящую охоту и не поставила капкан на грызуна. И мы поставили капкан, она на капкан, кстати говоря, тоже не ловилась. Поймали мы ее, пока в пакет не поставили. Ну, вы понимаете, мне 30 лет, у меня психологическая реально травма. Я нисколько не преувеличиваю. Как бился этот капкан, как она верещала. То есть у меня заплакал ребенок, испугался. Потрясенная инцидентом, Дарья на своей страничке в Инстаграм выложила обращение к власти и контролирующим органам о проблеме увеличения популяции крыс и то, что грызуны представляют опасность для населения. Петиция всколыхнула соцсети. Общественность начала приводить свои примеры встреч с крысами. На уровне власти района на общественный резонанс отреагировали, собрав совещание по данному вопросу. Но вот этой психологической волне я просто взяла Инстаграм, я веду соцсети и подписчикам говорю: ребят, надо что-то делать. Я причем от других людей тоже слышала, но все как-то на стадии, что вот крыса, вот беспокоит. Ну, беспокоит, и никто ничего не делает. Проходило совещание на уровне главы муниципального образования Алданский район по данному вопросу. Но, к сожалению, определенного какого-то решения выработано не было. Этот вопрос будет дальше прорабатываться. Борьба с грызунами в местах общего пользования, в том числе и в жилых домах, предусмотрена жилищным кодексом, постановлениями правительства России, санитарными правилами по проведению дератизационных мероприятий. Проведение данных мероприятий по жилому фонду должно быть обеспечено силами управляющей компании и товарищества собственников жилья. Мероприятия по жилому фонду, общежитиям и так далее, принадлежащих и являющихся балансодержателями, которые являются органами местного самоуправления, соответственно, ими. Целую неделю наша съемочная группа пыталась получить официальные комментарии от власти и управляющей компании, но дальше телефонных разговоров дело не доходило. Впрочем, нам удалось встретиться с директором управляющей компании «Возрождение», который заверил, что в ближайшие 2 недели дезодорация жилфонда будет проведена. Администрация муниципального образования города Алдан нам, буквально я чуть только приехал с администрации, выделили деньги для заключения договора с Роспотребнадзором для уничтожения для обработки подвалов и положить им, корма, как говорится, чтобы избавиться от этих грызунов. В жилище крысы мигрируют с приходом холодов из основного места обитания – свалок. Здесь их, по словам местных работников, очень много. Достаточно много. Вот особенно начиная лето. А зимой они уходят, они не то что в город, они вниз уходят. Свалка очень глубокая, примерно под нами метров 40. И вот они там живут, потому что все же тепло, испарение. Так что крыс много. Экстренные меры по борьбе с грызунами – это только начало в крысиной войне. На сегодня нет данных о количестве пушистых вредителей и местах их обитания. А все потому, что люди, столкнувшись с проблемой, начинают писать сразу в Москву, а не в те структуры, которые отвечают за данную проблему. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.